атаңның көрудін үйе мұнның ері жақы осы кезде баталбай bir орынға жаталбай атаңның көрудін көрінгенден кебуат көрінген сөзіне муат сондағы үрейгің ардыменен кебуат арқайсындай жемуат атаңның көрудін үшірекке саңғара жиып нетет деп ажалы бір күн жетет деп ажалы бір күн жеткенде аргим айдап кетет деп атадан қалған сан дүйні тағы сонды бірегің айдап алар бала жоқ есіл аттағы қоқыстан егер көз жұмыр есіл жаңа чара жоқ чымчып топосаларға сыйнатына тұрарға жалғыз тұяқ болмыр мұны сонды бірегің атаңдың ишің оң болдың. Эпос «Манас» является самым знаменитым образцом культуры Кыргызстана и самой длинной эпической поэмой в мире. В 20 раз длиннее «Одиссеи». Эта эпопея повествует о жизни воина Манаса, а также о приключениях его сына и внука. Эту историю из поколения в поколение хранили и пересказывали специальные люди. Сказители эпоса Манасчы. Эпос был записан в 1800-х годах. Первую полную версию опубликовали в 1920-х годах. Манас был переведен на множество языков. Публиковался в Советском Союзе и за рубежом. В начале поэмы говорится о воине Манасе, родившемся далеко от своей родины в Алтае. В центре повествования его попытки воссоединить враждующие племена и создать родину для своего народа и вернуться на свою родину. Его мудрая жена из Бухары по имени Каныкей и советник Бакай также являются важными героями поэмы. Во второй и третьей частях поэмы главными действующими лицами становятся сын Манаса Семетей и его внук Сейтек. В Таласе расположен мавзолей, где, возможно, хранятся останки самого Манаса. В ходе реставрации 1969 года там был найден скелет мужчины. Однако надпись на мавзолее гласит, что он был возведен для женщины. В эпосе как раз говорится о том, что Каныкей и Бакай похоронили Манаса под чужим именем, чтобы его могила не подверглась разорению со стороны врагов, что широко практиковалось в те времена. Не так уж важно, существовал ли Манас на самом деле, ведь его влияние на современный Кыргызстан огромно. На официальном флаге Кыргызстана изображена 40 солнечных лучей, символизирующих 40 племен, которые объединились благодаря Манасу. По всему Кыргызстану множество мест названо в честь этого героя, начиная от международного аэропорта Манас до проспекта Манаса и Кыргызско-турецкого университета Манас в Бишкеке. Пик Манаса 4482 метра является самым высоким пиком Таласской горной цепи. Существует даже астероид 3349 Манас, открытый советским астрономом в 1979 году. Статуи Манаса можно найти по всей стране. Напротив Бишкекской филармонии красуется Манас верхом на своем волшебном коне, побеждающий дракона.
статуя окружена бюстами, изображающими Каныкей, Бакая и некоторых известных монастырей. Среди монастырей есть бюст Саякбая Каралаева, Сагымбая Урузбакова и Тоғлық Молдо. Рядом с официальным флагштоком на площади Алато находится еще одна статуя Манаса, подтверждающая его роль в становлении кыргызской государственности. Эпос Манас – гордость кыргызского народа, несравненный памятник устного народного творчества. 4 декабря кыргызстанцы отмечают День эпоса Манас. Праздник установлен постановлением правительства республики в 2015 году. Цель праздника – сохранение кыргызского эпоса Манас, развитие монасоведения в республике и оказание государственной поддержки основным носителем данного эпоса Манасче. Манас – это не просто крупнейший киргизский эпос. Это жемчужина эпического наследия всего кыргызского народа, памятник его языка и духовности. Adırgazılık kanalsam argımak buradan aralaş. Argımak gülük beysi yok, şunun haydi bir yürüyesi yok.